В ночь со среды на четверг истекает 48 часов, отведенные генералом Пуликовским жителям Грозного для того, чтобы покинуть город. После этого войска могут начать штурм чеченской столицы с использованием авиации и тяжелой артиллерии. Никто пока не отменял ультиматум Пуликовского, ни он сам, ни командующий федеральной группировкой генерал Тихомиров, прибывший в Грозный вчера вечером. Вероятно, что ни Тихомиров, ни Пуликовский не откажутся от требований ультиматума. Во всяком случае, на вопрос Александра Бучулоева, постоянного представителя Чечни при президенте России, заданный Пуликовскому по телефону, как генерал собирается информировать об ультиматуме находящихся в подвалах людей, генерал ответил: «Это не мои проблемы». Серьезность намерений военных сегодня подтвердил генерал Тихомиров, накануне возвратившийся из отпуска и уже приступивший к исполнению обязанностей командующего группировкой войск в Чечне. В интервью Интерфаксу Тихомиров заявил, что собирается предпринять самые решительные действия против боевиков, захвативших Грозный. Генерал подчеркнул, что решение о проведении операции он принял после детального изучения обстановки и не намерен предупреждать боевиков о начале операции. Очередных китайских предупреждений на этот счет от меня они не дождутся, заявил Тихомиров. Тем не менее, ситуация в Чечне может измениться уже в течение ближайших нескольких часов. На сегодня запланирован визит в республику секретаря Совета Безопасности Александра Лебедя, который предположительно должен встретиться с представителями чеченской оппозиции. Итоги этой встречи, учитывая самые широкие полномочия Лебедя, могут оказаться самыми неожиданными. Сегодня известный политолог Эмиль Паин встречался с журналистами. Подробности о его пресс-конференции в репортаже Александра Анасовского. Перед началом пресс-конференции Эмиль Паин заявил журналистам, что сегодня он выступает исключительно по своей собственной инициативе в качестве вольно практикующего эксперта, так как с недавнего времени уже не занимает никакой ответственной должности. Однако, как специалист по Чечне, Паин решил донести до широкой общественности всю бессмысленность и опасность объявленного генералом Пуликовским ультиматума. Небольшую армию в 3-5 тысяч человек воспроизвести в Чечне можно в течение еще 10 лет. Поэтому расчет на то, что в Грозненском котле будет нанесен разгром боевикам, несостоятелен. Следовательно, мы получаем море жертв без каких-либо военных успехов. По мнению Паина, вооруженное противостояние может прекратить Александр Лебедь, имеющий для этого все необходимые полномочия. Полномочный представитель президента не должен выступать с оценками. Это дело журналистов и аналитиков оценивать действия Пуликовского, хорошие или плохие. По указу полномочный представитель президента имеет право издавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми органами федеральной власти, связанными с чеченской проблемой. По словам Паина, невыполнение распоряжений полномочного представителя президента – уголовно наказуемое деяние. Однако, по его мнению, объявленный федеральным командованием ультиматум был согласован с представителями высшего руководства России. В нашей стране генерал-лейтенанты, командующие временной группировкой, пока еще не хозяины, не руководят страной. Я думаю, практически уверен, что, так сказать, без оповещения секретаря Совета Безопасности ничего такого тут не делается. Паин считает, что, несмотря на обострение ситуации в Чечне, необходимо искать все возможные пути для возобновления переговоров. Однако, по его оценкам, теперь федеральной стороне придется идти на еще большие уступки. Александр Анасовский, Ефим Яковлев, ОРТ из главного офиса Интерфакса. До сих пор нет полной ясности в том, что же все-таки сейчас происходит в Грозном. Информация, которая оттуда приходит, крайне противоречива. Мы попытались сделать некоторое обобщение и выделить из всего информационного потока несколько сообщений, действительно заслуживающих внимания. Сегодня с баражировавших над Грозным военных вертолетов разбрасывались листовки с призывом генерала Пуликовского к мирным жителям покинуть город в течение 2 дней. Между тем, по оценкам Федеральной миграционной службы, в чеченской столице остается еще более 100 тысяч жителей. Люди выходят в основном с окраин. Из центральной же части из-за непрекращающихся боевых действий выбраться очень трудно. Наиболее сложная обстановка сохраняется сейчас в районе площади Минутка, где сходятся основные транспортные магистрали Грозного. По оценкам военных, здесь сконцентрировалось не менее 500 боевиков. Им противостоят подразделения 101-й бригады внутренних войск, которые по определению пресс-центра объединенной группировки находятся в состоянии активной обороны.
В переводе с языка военных это означает, что федеральные силы стараются расширить зоны своего контроля, уничтожая при этом живую силу и технику сепаратистов. Как сообщил наш корреспондент Василий Панченков, войска сейчас боятся, что вновь поступит команда «Стой». Оптимизм народ не теряет, несмотря что у нас много раненых, есть погибшие. Народ держится, моральный дух сильный, невзирая на все трудности. В общем, нормально. Судя по всему, не хотят сдавать своих позиций и боевики. И, несмотря на ультиматум федерального командования, не собираются выходить из Грозного. Они продолжают возводить сеть опорных пунктов, строят укрытия, оборудуют пулеметные гнезда, минируют дороги. Мало того, как сообщил Интерфаксу источник в одном из силовых ведомств, по данным разведки, некоторые отряды планируют в ближайшее время захватить аэропорт Северный и военную базу в Ханкале. Причем во время нападения боевики намерены использовать в качестве живого щита пленных российских солдат и офицеров. Александр Анасовский, ОРТ при содействии пресс-бюро внутренних войск МВД России. Итак, ультиматум генерала Пуликовского остается в силе. Мирные жители спешно пытаются покинуть Грозный, и хотя все еще есть сомнения, последует ли штурм города или нет, Федеральная миграционная служба пытается сделать все, чтобы помочь выйти из города как можно большему числу мирных жителей. По данным коменданта Грозного Андреевского, их в городе до сих пор остается порядка 50-70 тысяч человек. По другим сведениям, число мирных жителей гораздо больше. Как заявила Татьяна Регент, директор Федеральной миграционной службы, при самом лучшем стечении обстоятельств до конца срока ультиматума удастся эвакуировать только около 90 тысяч граждан, а еще 150 тысяч останутся в городе. Причем большинство из них – это раненые, больные и старики, которые не смогут самостоятельно передвигаться. Наталья Чернышова в развитии темы. Если верить, что в местах концентрации психологического напряжения случаются природные катаклизмы, то этот дом у Красных ворот давно бы должен провалиться. Так много отчаяния приносят туда беженцы. Единственное по существу место, куда они могут обращаться. Боевики и солдаты, федералы, намного меньше погибают, чем мирные жители. Мы хотим, чтобы нам быстрее выплатили эту компенсацию. Убили моего брата, убили многих родственников, ранили. Как я могу, не работая, с какими средствами я должна жить? Руководитель ФМС 2 дня назад вернулась из Чечни. Видимо, поэтому ее пресс-конференция скорее напоминала военный отчет. Цифры, пути отхода и даже карта со стрелками. Вот только счет здесь велся на живых. На сегодняшнее утро принято 25 849 человек. Мы себя ощущаем более уверенно, хотя там есть недостаток в медикаментах и в продуктах питания. В Ингушетию вовремя дошли вагоны, тут спасибо большое Министерству путей сообщения, вовремя дошли вагоны с дизелями, с кроватями, с постельными принадлежностями, полевыми кухнями и всем прочим, что необходимо для жизнеобеспечения таких центров. Кроме этого, еще 45 тысяч миграционные службы приняли на самой территории. И в общей сложности 42 тысячи скопились в различных пунктах республики. Таких, например, как совхоз «Родина». Это не ирония. Там действительно ждут помощи 6 тысяч россиян. По отведенному для выхода коридору курсирует 8 автобусов ФМС. Это, понятно, крохи, но сейчас миграционные службы полностью опустошили все свои базы. Вот все, что у нас было в Грозном, а в Грозном у нас было на самом деле очень много, потому что там было 5 центров временного размещения. Все, что у нас было в Грозном, все осталось в Грозном. По-видимому, никто в этой стране не ожидал, что маленький чеченский конфликт обратится таким горем. Еще в начале года ФМС просили 12 триллионов на беженцев. Дали 2, да и те не выплатили. И только последние события заставили государство срочно выделить 20 миллиардов рублей. Поэтому в пунктах временного проживания лишь 200 вакантных мест. Мы будем арендовать по-прежнему, как и зимой прошлого года, общежития, гостиницы, санатории. Без крыши не оставим. Если тема Чечни все еще не сходит с первых полос, то общественное мнение явно утрачивает интерес к этой войне. Уже часто слышится, сколько можно, есть и другая жизнь. Да, у нас есть, а у них, лишенных дома, семьи, работы. Милые мои люди, да один дом отдайте, который занимает квартал. Все люди все будут обеспеченные. А что нам делать? Что нам зададим вопрос? Вы сможете ответить на этот вопрос? Наталья Чернышова, Евгений Свешников, Общественное российское телевидение.